песня нашего друга Александра Алексеева, она называется «На тропинке». Он вообще собирал ее по крупицам. Это история, можно сказать, любовного треугольника, но даже не треугольник, а там еще круче завернут сюжет. Просто каждая песня, которая из моего репертуара, это история маленькая. Сейчас мало кто поет сюжетные песни, поют срифмованные фразы, пространственные стихи о любви. А вот эти песни, они все как бы маленькие истории. Вот одна из таких историй называется «На тропинке» для вас. На тропинке узкой у речки встретились два парня под вечер. Место встречи лучше не найти. Справа вниз отвесная круче, влево шаг кустарник колючий, обратно нет у них пути. Справа вниз отвесная круче, влево шаг кустарник колючий, обратно нет у них пути. Стали глазами сверкают, кулаки в карманах сжимают, а сердца клокочет от обид. И мы стать друзьями до гроба, но влюбились в девушку оба. Только третий лишний должен быть. И мы стать друзьями до гроба, но влюбились в девушку оба. Только третий лишний должен быть. Отступать назад уже поздно, 40 минут на небо звезды, ответ не найден никакой. Кто уйдет, а кто остается, и кому судьба улыбнется, ты должен совершить кулачный бой. Кто уйдет, а кто остается, и кому судьба улыбнется, ты должен совершить кулачный бой. Вот они спустились на берег, и глазам своим не поверя, разбежались молча кто куда. И вдогонку речка смеялась, их любовь вдруг им целовалась. Так бывает в жизни иногда. И вдогонку речка смеялась, их любовь вдруг им целовалась. Так бывает в жизни иногда. А внизу, где речка струится, у двоих счастливые лица, и вопрос любви давно решен. Двум парням обидно и грустно, зря казалось тропы и узкой, третий так легко по ним прошел. Двум парням обидно и грустно, зря казалось тропкой и узкой, третий так легко по ним прошел. Двум парням обидно и грустно, зря казалось тропкой и узкой, третий так легко по ним прошел. Александр Алексеев! А вот сейчас Валерий Алексеевич хотел тебе напомнить. Вот все знают много песен. Ялта, Иволга, Плачет девушка. А на самом деле самая первая песня
с которой начался проект Евгений Осин, благодаря Валерию Жарову, который неоднократно уже поднимался на эту сцену. Была песня, которую я записал ради шутки. Мне Валерий говорит: давай спой какую-нибудь старую песню. Я напел песню, которую пел мой пьяный сосед часто, когда я жил в коммунальной квартире. Почему-то он пел ее от женского лица, я так ее и запомнил, вот, будучи ребенком. И вот, став уже, так сказать, мужчиной, я вдруг вспомнил эту песню, мы записали, и Валерий говорит: да давай еще одну, давай еще одну. И так поехали, и получился целый альбом. Но не было ключевой песни, которую потом Валерий мне привез. Это была «Плачет девушка», но об этом позже. Сейчас вот песня, с которой вообще все начиналось. Да, но это отдельно я скажу. И вот с этой песни мы открываем цикл школьно-студенческих песен, которые я посвящаю, конечно же, всем вам, и в первую очередь директору нашей школы 1287, английской школы, Инессе Евгеньевне. Инесса Евгеньевна, для тебя. Глаза как ясная заря, смутил он всех девчонок в классе, и вот добрался до меня, смутил разум мой, не зная, что со мной. Влюбилась в первый раз, я в сиянии всех глаз, смутил разум мой, не знаю, что со мной. Влюбилась в первый раз, я в сиянии всех глаз. Забросила куда-то книжку, учить уроки стало лень. И вот без этого мальчишка сижу, скучаю целый день, а он со мной сидит и даже не глядит, не улыбнется мне, как соседки свои. Он со мной сидит и даже не глядит, не улыбнется мне, как соседки свои. Я как-то месяц проболел, стал жить без этих глаз. И вот однажды я не смела, открыла дверь в любимый класс. Он у доски стоял и что-то там писал. Вдруг сильно покраснел и вдруг выронил мел. Он у доски стоял и что-то там писал. Вдруг сильно покраснел и вдруг выронил мел. Мы все уроки с ним сидели, и он красивый такой был. В конце уроков он не смел записку в руки мне вложил, а в ней он написал: я без тебя страдал, мне без тебя не жить, давай с тобой дружить. А в ней он написал: я
большое.